Ашхабад и Москва завершили 2025 год с рекордными показателями во всех сферах, от товарооборота до гуманитарного обмена. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Туркменистане Иван Волынкин представил детальный отчет о состоянии двусторонних отношений, которые сегодня переживают настоящий расцвет. Как сообщил Волынкин, прошедший период ознаменовался исключительной интенсивностью политических контактов на высшем уровне. Президент Сердар Бердымухамедов дважды посетил Россию, а визит Владимира Путина в Ашхабад в декабре стал знаковым завершением года. Особую роль в укреплении стратегического партнерства сыграл национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, чей вклад способствовал расширению делового и межгосударственного диалога. Экономический вектор сотрудничества показал впечатляющую динамику. За 10 месяцев товарооборот между странами вырос на 35%. Успешная работа межправительственной комиссии позволила запустить ряд масштабных проектов в области промышленности, логистики и строительства. Параллельно с этим активно развивается гуманитарное направление. Число туркменских студентов в российских вузах превысило 54 тысячи человек, а создание совместного российско-туркменского университета в Ашхабаде вступило в финальную стадию. Достигнутые результаты формируют прочный фундамент для 2026 года, в котором Туркменистан примет на себя почетную миссию председательства в СНГ. Только что мы подвели итоги прошедшего года. Отметили, что двухстороннее сотрудничество между Россией и Туркменистаном продвигалось по всем направлениям. Коротко отметили все эти направления и пожелали друг другу новых свершений уже в текущем году. Я уверен, что в текущем году будут достигнуты новые результаты, потому что на них нас нацеливают президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов. Мы должны выполнять четко те задачи, которые перед нами ставятся, и мы будем двигаться только вперед. Другого пути у нас нет. Так что все вместе, взявшись за руки, будем двигаться.